أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إله الكون قد أسلمت لك، يا إله الكون قد أسلمت لك، يا إله الكون قد أسلمت لك، ربي فاغفر زلتي ما. Для наших уважаемых гостей из числа немусульман мы просим, чтобы Аллах Свят Он и Велик, ваш Создатель и мой, чтобы Он открыл ваши сердца и ваш разум и дал вам возможность быть объективными к той информации, которой мы желаем поделиться с вами. И цель этой лекции — это прояснить предмет обсуждения, который относится ко всем трем мировым религиям: христианству, исламу и иудаизму. И все они связаны, однако по-разному, с личностью Иисуса Христа, мир Ему и Его благословенной Матери. И каждая из этих мировых религий имеет свой собственный, субъективный взгляд на эту великую религиозную личность. И то, что мы хотим сделать этим вечером, это рассмотреть исторически подтвержденные Священным Писанием доказательства, чтобы надлежащим образом узнать и открыть для себя через задокументированные слова и поступки личности Иисуса Христа, мир Ему и Его Матери. Мы хотим знать, и мы хотим раскрыть настоящего Иисуса как историческую личность. И через это знание понять и оценить Его миссию и Его послание. И чтобы достичь этой цели, мы должны разглядеть и принять простую истину из сложного мифа. Мы должны распознать подлинные факты из тщательно сплетенного вымысла. И то, что мы хотим сделать, это операция. И она довольно-таки болезненная и чувствительная.
Это все равно, что нейрохирургия. Потому что это равносильно тому, что вскрыть череп. Зайти в мозг человеку, промыть его, починить его и зашить все это обратно, и позволить всему зажить. И для многих христиан, людей христианского направления, любого из его видов, которые только могут быть, вы можете найти информацию, которую мы обсудим этим вечером, неприятной, волнующей, беспокоящей. Но в этом нет моей вины. Я поделюсь с вами информацией, которая доступна для каждого. Это не что-то сложное. Это не наука о ракетостроении. И в ней нет исламских выражений. Это информация, которую вы можете приобрести, и информация, которой вы можете последовать. И эту информацию, если вы напишете мне, я вышлю вам совершенно бесплатно абсолютно каждую ссылку. И, вероятно, многое из того, о чем бы я мог поговорить с вами этим вечером, чтобы обосновать нашу точку зрения, на многое из этого у нас просто не хватит времени. История собрала буквально тысячи кусочков этой информации, которые позволят нам увидеть, что существует абсолютно два разных Иисуса Христа, известных миру. Первый Иисус — это историческая личность, чья летопись велась по его собственным словам, его собственным поступкам, теми из его последователей, кто был с ним. И эти люди систематически притеснялись, заключались в тюрьмы, изолировались, их пытали, убивали, искореняли, до того, как совершенно другой Иисус, который был более приемлемым, более широко подходящим, более утилитарным для греко-римского общества, которое взяло имя Иисуса Христа и очень подходящим для них путем создало новую драму для всего мира. И эта драма — новый Иисус. Это то, чему следуют и что принимают, что воспринимается 90% людей, которые называют себя христиане. И я не веду полемику по этому вопросу. Я не делаю вызовов христианам или их лидерам по поводу этого вопроса. Потому что это зависит от самих христиан. Это зависит от самой церкви.
чтобы возродить себя, чтобы исправить себя, чтобы реформировать себя и вернуться к историческому Иисусу, Его словам, Его поступкам, Его миссии и Его посланию. И моя задача, наряду с остальными, теми, кто призывает христиан по всему миру, это сказать то, что есть истинная связь между нами, мусульманами, и вами, между Кораном и между книгами Библии, между Мухаммадом, последним и заключительным пророком всемогущего Бога, и Иисусом Христом, сыном Марии, тем словом от Бога, тем Мессией, тем пророком, той личностью, которого мы почитаем и любим, и принимаем, и верим, вероятно, более чем те, кто заявляет, что Он Бог, или чем те, кто заявляет, что Он Сын Божий, или те, кто заявляет, что Он третья личность в Троице. В Троице. Даже если так, здесь нет христианина, как и нигде более, кто может обосновать догматы Троицы. Ни один христианин, который находится здесь, ни один другой христианин в мире даже не понимает Троицу до сих пор. И это невероятно. Как понятие может быть навязано миру, у которого широко открыты глаза, и во все времена люди ходят в церковь, читают Библию, разговаривают со своими священниками, их лидерами, между собой, вокруг стола за ужином, молятся Богу с открытыми глазами или с закрытыми глазами, и не понимая при этом Троицу, но соглашаясь с ней, что это просто мистика, которая не поддается объяснению. Как можно сказать ребенку, когда ребенок спрашивает своих родителей, какое же доказательство того, что ты мой отец, или какое доказательство, что ты моя мать? Какое доказательство, что я часть вас? И если мать и отец скажут ребенку, это просто мистика. Просто поверь в это. Как этот ребенок будет чувствовать себя на протяжении всей своей жизни, говоря остальным, мне просто сказали, что это мой отец и мать, и я в это верю. Вы не примете это. Никто не примет это. Но вы принимаете, что человек, Иисус Христос и Его благословенная Мать, вы принимаете не только то, что кто-то говорит, что Он Бог, но еще и то, что Он является своим собственным Сыном. Или то, что Он третья личность в Троице, состоящая из трех личностей. Одна личность, вторая личность, третья личность. Три личности. И они еще говорят «один Бог». Вот так вот. И кроме этого, только недавно, и сейчас я никого не пытаюсь унизить, никого не пытаюсь оскорбить, но приподнимаю камни и смотрю, что же под ними. Только недавно Мария, мать Иисуса Христа,
Она была выдвинута из матери Бога гораздо выше, став самим Богом. Задумайтесь об этом. И это уже другая личность, добавленная в Троицу. И в целях проведения этой чувствительной операции мы должны быть объективными. Мы должны быть с открытым разумом. И вам нужно забыть о том факте, что мусульмане обсуждают эту тему с вами. Потому что тогда ваше предвзятое состояние скажет вам некоторые такие вещи, которые не являются правдой. И вы закроете свое сознание. Вы воспрепятствуете правде. Вы усыпите свой разум наркозом. И что бы я уже ни сказал, это не войдет в ваше сознание. Это будет пропущено мимо ушей. А вы будете говорить самому себе: да, они просто ненавидят христиан. Или вы можете сказать: они просто язычники. Или вы можете сказать: они антихристы. Или вы можете сказать: они просто хотят подавить церковь. Или вы можете сказать: они просто хотят промыть мозги и доминировать в мире, и они мечтают, чтобы каждый стал мусульманином. Или что-либо в этом роде. То, что вы уже были готовы сказать. И люди уже говорили такое. Но слава Богу, мир меняется. И сегодня мир слушает, потому что люди не удовлетворены просто сидеть в церкви, или сидеть дома, или стоять на коленях, и не понимая, кто это тот, кому они молятся, и кто же тот, кто, по идее, должен ответить на их молитвы. Люди хотят знать. Мы живем в веке высоких технологий. Мы хотим все знать. Мы хотим все знать о телефоне, мы хотим все знать о телевизоре, мы хотим все знать о компьютере. Мы все хотим знать, потому что это век знаний. И люди, они уже больше не следуют за мистикой. И я сам по себе был потерянным. И не имея правильных ориентиров, Бог указал мне на прямой путь. Я был рожден в христианском обществе. Я был одним из 10 детей. И моя мать, благословит ее Господь, не была в состоянии позаботиться обо мне. И бюро по заботе за детьми предложило моей матери помощь и распределила нас на разные христианские дома. И хоть я и отнесся с пониманием к этому, я нашел себя затаившим обиду. Итак, с того времени, когда мне было 4 года, до того времени, как мне исполнилось 16, я был в 6 разных детских домах, и каждый из них был с разным христианским уклоном. И к тому времени, когда мне исполнилось 16, вы можете сказать, что это было испытание. Нет, это не было испытание, это было благословение. Милость, покрывшая меня. Потому что к тому времени, как мне исполнилось 16, я испробовал полный букет
И я ходил в церковь каждое воскресенье. И даже если я не слушал, я все равно ходил в церковь каждое воскресенье. И я был хорошим чтецом. Я читал все, что они давали мне. Но я также и задавал вопросы. Это благодать от всемогущего Бога. Те вопросы прояснили для меня некоторые ответы. И к тому времени, когда мне было уже 17, я приближался к 18 годам, я уже испробовал около 8 разных направлений или разных течений христианской церкви, христианского опыта. И я верю, что именно в то время моя любовь и моя связь к Иисусу Христу была основана. Я верю, что к тому времени я по-настоящему имел отношение и связь с Иисусом Христом. Но, как ни странно, чем больше вопросов я задавал, и чем больше я читал, тем более озадаченным и разочарованным я становился. И так же, как я хотел знать тогда, теперь я хочу, чтобы и вы узнали, чтобы все мы знали, и у нас есть право знать, действительно ли Иисус всемогущий Бог. И создал ли Иисус самого себя, небеса и землю, бесчисленные планеты, галактики? Является ли Иисус всемогущим Богом? Является ли Иисус Сыном всемогущего Бога? Буквально ли это? Как если бы я имел сына, и у вас был бы сын. Разве всемогущий Бог, Создатель небес и земли, разве Он также дает рождение сыновьям или дочерям? Является ли Иисус Сыном С-И-Н-О-М всемогущего Бога? Является ли Иисус третьей личностью в Троице? Это разделяет Иисуса в 3 разных лицах. Получается, что Он всемогущий Бог, Его собственный Сын и еще 3-е лицо в Троице. Это просто бессмыслица. В любой книге 3 личности. Бог — личность, Сын — личность, и Святой Дух, или Святая Душа, как бы вы ее ни называли сегодня, Он также будет личностью. Личность, личность, личность. Или Иисус Христос, Мессия, тот, кто был благословлен, тот, кто был помазан, тот, кто был истинен, тот, кто был предвещен, тот, кто был назначен, тот, кто был послан в этот мир, как Слово и Дух, данный Марии, как Сын, без проникновения мужского семени. Был ли Иисус Христос Бога-человеком? Или Он был пророком? Представлял ли Он себя как исключительный Сын Бога? Или Он представлял себя как Сын человеческий?
И был ли Иисус Христос пророком и посланником к сынам Израилевым? Это и есть наша задача на этот вечер. И мы не хотим проходить через различные мнения, потому что это историческое путешествие с историческими проблемами. И мы не сможем охватить все проблемы, все разногласия. Мы не можем ответить на все вопросы, но должны ответить на главные вопросы. Кем же является Иисус в истории? Потому что история не лжет. Ни когда у вас есть документы, ни когда у вас есть факты, ни когда у вас есть доказательства. Люди лгут в истории, которые рассказывают свои истории. И есть разница между их историей и нашей историей. Это и есть наша задача на этот вечер. Найти, расследовать настоящего Иисуса и предоставить неоспоримые факты для тех, кто собрался в этой комнате, в этом зале, этим вечером. Те же, кто вне этого зала, мы не отвечаем за них. Я не ответственно обращаться ко всему миру. Я не способен решить проблемы всего мира. Я также понимаю, что я даже не в состоянии решить некоторые из своих собственных проблем. Но предоставить подтверждение, предоставить доказательства, предоставить свидетельства, которые решат этот вопрос сегодня. И как при каждой операции должен быть набор инструментов. Нам нужно выбрать, какие инструменты мы будем использовать для данной операции. И во-вторых, нам нужно определить выбранный персонал. Доктора, медсестры. Они выбирают свои инструменты, которые подходят к той операции, которую они собираются делать. И также они распознают, как они будут делать, как они будут проводить, как они будут исполнять данную им процедуру. Моими же инструментами сегодня будут то, что приходит к вам, и то, что приходит ко мне. Мы назовем их новые инструменты. Итак, я собрал, или точнее будет сказать, выбрал то, что уже было собрано и задокументировано из Старого и Нового Заветов, к которым, так или иначе, будут относиться разные направления христиан. Я не использую эту литературу, потому что я считаю ее доказательством. Я использую ее как материал, потому что Старый и Новый Завет являются доказательством для вас. Так как если я буду использовать доказательства из Корана, которые я мог бы привести, вы можете мне сказать, я не верю в это. У меня вообще нет желания даже слушать это. Я не понимаю это, потому что это будет доказательством для меня, но это не будет ясным доводом для вас. И мы начнем сначала, используя Старый Завет и Новый Завет, как упоминание, потому что в конце концов нам ведь нужно с чего-то начать. И будет честно, что если новый Иисус, который был создан, изготовлен и навязан всему миру, этот обман и жульничество в особо крупном размере. И раз уже это произошло,
то началось это с ваших же книг. И для начала нам нужно снять эту фальсификацию внутри ваших собственных книг. Во-вторых, мы хотим предоставить вам подтверждение из заключительного божественного откровения, вдохновения и наследия от всемогущего Бога, которое было ниспослано людям после Иисуса Христа. Тот пророк и посланник, который пришел после Иисуса Христа, тот пророк и посланник, которого описывал Иисус Христос, тот пророк и посланник, о котором прочли, тот, в ком нет сомнений, тот, о ком рассказал Иисус Христос, и о том пророке и посланнике, который пришел, пророчество которого предчувствовалось и о котором предвещалось, которое охватило и продолжилось после Иисуса Христа, Сына Марии. Мы говорим о священном Коране. И если вы скажете мне, я никогда не читал его, откуда мне знать, что это книга от Бога? Я скажу вам, что вы обязаны прочитать ее. И позволить вашему сердцу, позволить вашему разуму, если они открыты, позвольте вашему сердцу и вашему разуму объективно рассудить, от Бога ли это или нет. Потому что вы прочитали Ветхий Завет, и также прочитали весь Новый Завет. И в них есть кое-что от Бога. Но, по правде говоря, в них есть и то, что не от Него. Но вы ведь верите и в последнее. И если вы верите во что-то, в чем есть слабое подтверждение, тогда я скажу вам, сейчас у вас есть компьютеры, и у вас абсолютно нет оправданий, потому что любой из вас может прийти домой сегодня вечером или же завтра, или сходить в библиотеку, и вы можете использовать любую из поисковых систем, Google или Giggle, и просто напечатать Коран, К-О-Р-А-Н, Коран, или напечатать так, К-У-Р-А-Н. Это другая форма написания слова. Коран. Напечатайте, и вы увидите, сколько ссылок вы получите. Вы увидите, какого количества информации вы были лишены. И после этого прочтите это. И во время чтения выберите сразу главу Мария. Если вы думаете, что это имя звезды R&B музыки, нет, это не так. Это имя матери Иисуса Христа, Мария, дочь Имрана. Целая глава Корана, книги, которая состоит из 114 глав, одна глава которой посвящена объяснению жизни, вопроса беременности, зачатия, родов, сына, данного Богом, чье имя было Ииса или Иисус, который был рожден в то время как ни один мужчина не прикасался к ней. И мы, мусульмане, у нас не возникает проблем в понимании этого. И кто-то из вас, ученые, рационалисты, диалектики, эволюционисты, материалистические люди, у которых возникают проблемы в понимании, как же это возможно?
чтобы женщина забеременела, оставаясь нетронутой. Ну, тогда вам нужно подумать о семьях, которые состоят из двух мам. Как они тогда беременеют? Вам нужно подумать о семьях, состоящих из двух пап. Как же они беременеют? Если у них происходит чудо, тогда несомненно, что если Бог пожелает, чтобы женщина забеременела без проникновения в нее семени, то Бог может сделать это без участия мужчины. И если те семьи из двух пап или из двух мам достают детей из интернета, то Бог может сделать это непосредственно. В Коране есть глава «Мария». В главе под названием «Мария» абсолютно в деталях описывается, как была рождена Мария. Это прекрасная история. Сказано: «О люди Писания, не проявляйте чрезмерности в вашей религии и не говорите ничего о всемогущем Боге, кроме правды. Иисус Христос, Сын Марии, был всего лишь посланником Бога, а также Его Словом, Словом, дарованным через Марию, и Духом, исходящим от Него. И верьте в Аллаха, и верьте в Его посланников. Не говорите Троица. Прекратите, воздержитесь. Так будет лучше для вас. Всемогущий лишь один Бог. Хвала Ему. Пречист Он от того, чтобы были у Него сыновья или дочери. Ему принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. И довольно того, что Аллах является попечителем и хранителем. Иисус Христос Его не унижает служение и поклонение всемогущему Богу. Он не воздерживается. У Него нет колебаний служить и поклоняться всемогущему Богу. Ни к ангелам, тем, кто ближе всего ко всемогущему, тех, у кого нет высокомерия, поклоняться, а тех, кто посчитает для себя унизительным поклоняться и проявит высокомерие, Он, всемогущий, соберет их у себя для расчета. Но тех, кто уверовал и совершал праведные и благочестивые деяния, Он одарит вознаграждением великим по Своей милости. А тех, которые считали для себя унизительным и превознеслись над поклонением Ему, Он подвергнет их мучительным страданиям, и они не найдут себе вместо Него ни покровителя, ни помощника. В другом стихе сказано: «И вот ангел сказал: О Мария, всемогущий Бог выбрал тебя и очистил, и возвысил над всеми женщинами миров. Будь смиренной перед Твоим Господом, падай ниц и кланяйся вместе с теми, кто кланяется». Это часть рассказов о сокровенном, которые мы сообщаем тебе,
в Откровении. Ты не был с ними, когда они бросали свои письменные трости, чтобы решить, кто из них будет опекать Марию. Ты не был с ними, когда они припирались. Вот сказали ангелы: «О Мария, воистину Аллах радует тебя вестью о слове от Него, имя которому Иисус Христос, Сын Марии. Он будет почитаем в этом мире, и в последней жизни будет одним из приближенных к Аллаху. Он будет разговаривать с людьми в колыбели, и взрослым станет одним из праведников». Она сказала: «Господи, как же я могу иметь сына, если меня не касался ни один мужчина?» И Всемогущий сказал: «Даже если так». Всемогущий сказал это через ангела. Он сказал: «Даже если так, то Аллах Всемогущий создает, что Он пожелает. И когда Он принимает решение, то Ему стоит лишь сказать «будь», как это сбывается. И Всемогущий Аллах научил Его, Иисуса Христа, Писанию и мудрости, Торе и Евангелии, и сделал Его посланником к сынам Израиля. С этим посланием: «Я принес вам знамение от вашего Господа. Я сотворю вам из глины подобие птицы, голубя. Я дуну на него, и он станет птицей и улетит с позволения Бога. Я исцелю слепого, и я исцелю прокаженного, и я оживлю мертвых, и верну их к жизни с разрешения и позволения Бога. Я поведаю вам о том, что вы едите и что припасаете в своих домах. Воистину, в этом есть знамение. Воистину, в этом есть знамение для вас, если вы только являетесь верующими. Я пришел к вам, чтобы подтвердить истинность закона Моисея, который был до меня, и чтобы разрешить вам часть того, что было вам запрещено. Я принес вам знамение от вашего Господа. Бойтесь же Аллаха. Бойтесь Аллаха, Всемогущего, и повинуйтесь мне. Воистину Аллах, мой Господь и ваш Господь. Поклоняйтесь же Ему, ибо таков прямой путь». И я прочел это на английском, чтобы мне не пришлось переутомлять вас чтением этого на арабском. Но я очень хотел бы, чтобы вы услышали Коран на арабском, потому что это лекарство, парящее в воздухе, как электричество, как лазер, как информация. И не важно, что он на том языке, которого вы не понимаете. Ваш разум, ваше энергетическое поле примет это как лекарство и принесет вам пользу. И только что мы слышали, как сказано в Коране, мы услышали, что Иисус Христос сказал в Коране. Сейчас я хотел бы вам просто напомнить то, что вам будет знакомым. Он сказал: «Бойтесь всемогущего Бога и подчиняйтесь мне. Это Аллах, всемогущий Бог, мой Бог и ваш Бог. Поклоняйтесь же Ему, ибо таков прямой путь».
Я напомню вам, в Евангелии от Иоанна, главе 12, 49 по 50 стих, послушайте слова самого Иисуса. «Ибо я не говорил от себя, но Отец, пославший меня, Он дал мне заповедь, что говорить и как говорить. И я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что я говорю и как говорю, сказал мне Отец. Только это я и говорю». И по-вашему это похоже на то, как Бог разговаривает сам с собой? Или это звучит как Иисус Христос, которому не спосылается от Бога, а затем проповедует Он это людям, к которым Он был послан проповедовать? Дорогие братья и сестры, и дорогие гости из числа немусульман, в нашем разговоре на эту тему мы хотим следовать принципу. Сначала мы хотим поговорить об историческом Иисусе, Его рождении, Его учениках, Его послании, о множествах чудес, относящихся к Нему, о сторонниках, о противниках, о вызовах и о конце Его пребывания на этой земле. И что случилось с Его настоящими последователями? И я постараюсь быть кратким, насколько это получится. Мы верим, как мусульмане, из Корана, и вы, христиане, в большинстве своем, 85 или 90% из вас верят, что Иисус Христос был рожден без Отца. Вы можете не понимать, как такое могло случиться, но вы верите в это. И мы также. Мы не знаем точно, как это случилось, но мы также верим в это. Мы подтверждаем, что всемогущий Бог владеет могуществом, чтобы создать небеса и землю, Его Словом. Мы подтверждаем, что если Создатель небес и земли, если Он захочет уничтожить целую Вселенную, эту Землю, эту Солнечную систему, все солнечные системы во Млечном Пути, все галактики в туманности Андромеды, все туманности, которые мы только можем представить, которые уже изучены или еще нет, если Он уничтожит все это Его Словом, Он может воссоздать это в один миг. Потому что у Него есть такое могущество. Потому что все в Его руках. Он может создать все, что пожелает, в один миг. Вот так. Мы также верим, что Всемогущий создал первого человека, Адама, и первую женщину, Еву. Вы говорите Адам, и вы говорите Ева, но мы говорим Адам, и мы говорим Хава. На арабском слово Хава означает ощущение, эмоции. Разве это не прекрасное описание для женщины? Мужчины говорят, я так думаю. Женщины говорят, я так чувствую. И Создатель, который создал Адама из ничего, и Адам, у которого не было ни матери и ни отца. Вы ведь понимаете, о чем я? Вы ведь согласны со мной? У Адама не было ни отца, ни матери. И затем Создатель дал Адаму из той же души
Это делает их равными перед Богом. Из той же души Он создал ему супругу, а затем дал ему его супругу, Еву, Хаву. И у Евы, супруги Адама, также не было ни отца, ни матери. Итак, мы видим двух людей, первого мужчину и первую женщину. Два первых человека, которым была дана жизнь. И все мы, и каждый из нас, произошли от них двоих, у кого не было ни отца, ни матери. И я хочу спросить вас, что сложнее для Бога? Создать Иисуса, у которого была только мать, или создать Адама без матери и отца, и создать его супругу, Еву, без матери и отца? Что вы ответите? Конечно же, более сложным создать что-то без отца и матери. Ну а когда есть мать, то это уже легче. И Аллах сказал нам в Коране, когда они спрашивают вас об Иисусе, когда они задают вам вопрос об Иисусе, как это могло случиться? Ваш ответ должен быть, что творение Иисуса подобно творению Адама. Он создал его из праха, а затем сказал ему «будь». И он возник. Просто так. Таков наш ответ. И относительно апостолов Иисуса, то их было 12. И, между прочим, Павел не был одним из них. Просто так, чтобы вы знали. Павел не входит в число апостолов. Это был Петр. Это был Иоанн Завидеев. Это был Симон. Это был Фома. Это был Иуда Искариот. Это был Иаков. Это был Иуда Алфеев. Это был Иаков. Это был Матфей. Это был Андрей. Это был Филипп. Это был Варфоломей. И все эти 12. Да и между прочим, ни один из этих 12 не написал ни одной книги из Нового Завета. Это те, кто путешествовал с Иисусом Христом из Назарета. Они ходили с Ним, они спали с Ним рядом, они ели с Ним, они слушали Его, они молились с Ним, они омывали себя так, как Он учил их делать омовение, и они молились Господу так, как Он их учил. Он объяснил им все. Он направлял их. Он был их учителем. И если кто и знал настоящего Иисуса, то кто это был? Это были апостолы, которые путешествовали с Ним из Назарета. Потому что Он был известен как тот, который был откуда? Тот человек, который откуда? Тот человек, который из Назарета. Вот почему его последователи называли назаретяне. Они не все были из Назарета. Их просто так называли, потому что Иисус, его называли мужчина из Назарета. Относительно его миссии, послание Иисуса Христа было довольно простым. Простым и понятным посланием. Он объяснял его людям, когда они спрашивали у него: «О, учитель, научи нас, как молиться». Он сказал: «Я научу вас молитве». И вы, христиане, присутствующие здесь, повторяйте за мной. Вы помните эту молитву, «Отче наш»? Вы не забыли ее? Что же он сказал? Он сказал: «Отче наш,
сущий на небесах». Он не сказал «мой Отец», с кем я на небесах. Да сияет, да светится имя Твое. Не мое имя, не наше имя, а Твое имя. Да приидет царствие Твое. Не мое приидет царствие, но Твое приидет царствие. Да будет воля Твоя и на земле, где вы и я, как и на небе, где только Ты, один Бог. Дай нам на сей день хлеб наш насущный. Это означает мне, моей матери и всем людям. Дай всем нам на сей день хлеб наш насущный. И дай нам питье после него. Потому что его употребляют вместе с хлебом. Иисус не мог просить просто хлеб. И мы не просили бы просто хлеб, не попросив питья. И если Иисус и Его мать просили хлеб, наш насущный, дай нам на сей день, это означает, что им нужно было есть, им нужно было пить, так же, как и нам. Когда мы едим и пьем, наш организм использует лишь часть этого, а то, что он не использует, он выводит естественным путем. Вы можете представить себе Бога, из которого выходят эти нечистоты? Дай нам на сей день хлеб наш насущный. И прости нам долги наши. Бог никому ничего не должен. Как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение. И избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и слава, и сила, и во веки веков. Аминь. Это ведь то, что вы называете молитвой Бога. Не так ли? Это молитва Бога? По-вашему, это похоже на то, что Бог молится самому себе? Учит своих последователей, как молиться Ему. Этот, как вы его называете, триединый Бог, Троица. Нет, это Иисус Христос. Человек, пророк, сын Марии. Тот мужчина из Назарета, который учил своих последователей, сподвижников, как молиться по их просьбе. И однажды женщина, желая исцелиться, когда Иисус Христос проходил мимо нее, она потянула его за одежду и сказала: «Благой учитель! Благой учитель!» Он в ярости вырвал одеяние из ее руки и сказал ей: «Женщина, почему ты называешь меня благим, когда ни в ком нет блага, кроме того единственного, который на небесах?» Таким был Иисус Христос, сын Марии, тот пророк, тот посланник, тот человек из Назарета. Послание Иисуса Христа. Давайте послушаем, что говорил Иисус, и что говорили о Нем те, кто был свидетелем слов Иисуса. Те, кто ели с Иисусом, те, кто видели Иисуса, те, кто сидели вместе с Ним, кто получали благо от Него, и те, к кому Он прикасался, те, чей взгляд падал на Него, те, кто окружали Его, ходили за Ним, те, кто следовал за Ним. Позвольте вам рассказать, что они думали о Нем. Давайте обратимся к Евангелию от Матфея, глава 21, стих 11. «Народ же говорил: сие есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Евангелие от Матфея, глава 21, стих 46. «И старались схватить Его, но побоялись народа, потому что Его почитали за пророка». Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 19. Женщина говорит Ему: «Господи, вижу, что Ты пророк». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 14. «Когда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: это истинно тот пророк,
которому должно прийти в мир. Евангелие от Иоанна, глава 7, стих 40. Многие из народа, услышав эти слова, говорили: «Он точно пророк Бога». Евангелие от Луки, глава 7, стих 16. «И всех объял страх, и славили Бога, говоря: великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой этим пророком». Евангелие от Иоанна, глава 9, стих 17. «Опять говорят слепому: что ты скажешь о нем? Потому что он открыл тебе очи». Он сказал: «Это пророк». И в конце концов, как сам Иисус описывает самого себя? Слушайте внимательно. И как бы то ни было, Иисусу нужно идти сегодня. Иисусу нужно идти завтра. И послезавтра Иисус должен продолжать свой путь. Потому что невозможно, чтобы пророка убили вне Иерусалима. Это то, что сказал Иисус. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 57, глава 6, стих 4, от Луки, глава 4, стих 24, от Иоанна, глава 4, стих 43, в котором сказано: «Они обиделись на Него, но сам Иисус свидетельствовал, что пророк не без чести, кроме как в своем Отечестве и в своем доме». И Иисус устанавливает для нас, и те, кто были с Ним, разъясняют нам, что Он был кем? Пророком. И Иисус сказал относительно Его чудес, когда Его спросили: «Как ты это делаешь? Такие невероятные чудеса». Он ответил: «Я ничего не могу творить сам, от себя. Но то, что мне приказано от того, кто на небесах, то я и делаю». Иисус Христос называет самого себя Сын Человеческий. 72 раза Он называет себя Сын Человеческий. И когда Иисус Христос обращается к Богу словом «Отец», Он делает это так же, как и Бог обращается к Исаии, как к своему сыну, как к Аврааму, как к своему сыну, как к Давиду, как к своему сыну, в образном значении. Потому что Сын Божий здесь упоминается образно, как тот, кого любит Бог, а не как тот, кого Бог породил. И если даже Иисус когда-либо говорил, что Он был исключительным Сыном Бога, тогда бы Он не взывал: «Отче наш, который на небесах». У Иисуса было личное дело к сынам Израилевым, которых называли саддукеи и фарисеи, которые были учеными, священнослужителями, которые использовали религию для заработка денег. Они спекулировали в храмах, которые принуждали людей платить им, якобы исполняя религиозные предписания. Они погрязли в коррупции. Как Он о них сказал? «Вы называете Бога вашим отцом, но ваш отец никто иной, как сам дьявол». И когда Иисус зашел в храм, этот человек любви, этот человек мира, этот человек из Назарета, Он зашел в храм, и Он сделал плетку из веревок и стал бить их по спинам, а затем выгнал их из храма. Иисус вместе с войной. И те противники, которые замышляли, которые хитрили, которые вели заговоры,
пытаясь вынудить его сказать хоть что-то такое, чтобы они могли обвинить его. И они отправились к Понтию Пилату, и они сказали ему: «Этот человек, Иисус, он возмутитель порядка». Как кто-нибудь из вас может сказать, что этот парень Халид? Он возмутитель порядка. Этот человек, Иисус, он начал приносить проблемы. Он исцеляет людей. Он промывает мозги людям. Он отворачивает людей от нашего пути. Он называет самого себя Сыном Божьим, говоря в этом благо для меня. Он называет себя царем, наряду с Ираклием. То есть он называет себя царем, наряду с Цезарем. Он называет себя царем иудейским. Он говорит, что он сын Бога, даже больше, что в этом благо для меня. И они отправились к Понтию Пилату и сказали: «Тебе нужно арестовать его». Так же, как если кто-нибудь будет стараться опорочить, например, меня, и скажет: «Вам нужно арестовать его». И так всегда происходит с людьми, которые хотят открыть истину. Кто-то будет постоянно стараться опорочить их. Итак, у Иисуса Христа появились враги. И когда Понтий Пилат из-за обязанности перед этими богатыми и влиятельными фарисеями и саддукеями, прямо как Джордж Буш и Тони Блэр, под воздействием этих влиятельных фарисеев и саддукеев, они чувствуют обязанность перед ними следовать их приказам по первому звонку. И они арестовали Иисуса, а затем привели его к Понтию Пилату из-за тех обвинений. И что же Понтий Пилат сделал? Он спросил у него напрямую: «Что ты скажешь по поводу того, в чем тебя обвиняют? Что ты называешь себя царем иудейским?» Иисус взглянул на него и сказал: «Это ты говоришь, что я царь иудейский». Затем Понтий Пилат опять спросил: «А что ты скажешь по поводу того, что ты называешь себя сыном Бога?» И Иисус взглянул на него и сказал: «Это ты говоришь, что я сын Божий». И Понтий Пилат понял, что его ответом было отвержение этих обвинений, отклонение их. И что Понтий Пилат сделал? Он сказал этим фарисеям и саддукеям: «Я не нахожу вины этого человека». А они сказали: «Если ты не видишь вины, тогда ты не друг Цезарю». И Понтий Пилат сказал: «Я умываю свои руки относительно этого. Судите его относительно ваших законов». Итак, Понтий Пилат понял, что Иисус отверг два обвинения. И мы с вами должны принять, что Иисус Христос отрицал то, в чем его обвиняли. Далее мы хотим изучить собственные слова Иисуса Христа. Просто послушайте. Это слова Иисуса Христа с Его уст. Сначала позвольте мне сказать вам еще кое-что. Что 5 Евангелий — это книга, которая состоит из 550 страниц, содержащая переводы Евангелий от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. 550 страниц. От 4 человек. И мы даже не знаем их фамилий. Кто такой Матфей? Кто такой Марк? Кто такой Лука? И кто такой Иоанн? Во-вторых, 82% из этих 550 страниц Евангелий — это вообще не слова Иисуса Христа. И это не Халид придумал.
Об этом говорят христианские ученые. Из 364 различных течений. Они подтверждают, что 82% из 550 страниц Евангелия это вообще не слова Иисуса Христа. И способ, по которому они это определили, чтобы показать вам и мне в Новом Завете, они сделали то, что называется красным посланием Библии. Сколько из вас видели такое красное послание Библии? Будьте честны. Те Библии, в которых то, что говорил сам Иисус, отмечено красным, именно эти Библии, сколько из вас видели их? Да? И вы сами увидите, что лишь 20% того, что в Новом Завете, будет написано красным. Это, видимо, и есть, вероятно, то, что говорил Иисус Христос. Ученые Библии и теологи разделяют между Иисусом как исторической личностью и Иисусом, в которого верят. Это стало большим уроком с обоих сторон для церкви и богословов. Различие между этими двумя личностями – это разница между исторической фигурой, который жил в определенное время и месте, и фигурой, которой приписали мифическую роль, которой он спускается с небес, чтобы спасти человечество, и, конечно же, возвращается обратно на небеса. И мы хотим продолжить рассматривать слова самого Иисуса Христа. Иисус Христос сказал, что это и есть жизнь вечная. В тот день они узнают Тебя, единственного, истинного Бога, и Иисуса Христа, посланного Тобою. От Иоанна, глава 17, стих 3. Что Он может мыслями и устами прославлять Бога. И Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, глава 20, стих 17, обращаясь к женщине: «Восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Итак, со слов Иисуса, Он пророк из Назарета, Он пророк Бога, Он человек, который ест и пьет, Он человек, посланный Богом, Он Сын Человека. А Сын Человека значит человеческий. Он сын женщины, Марии, которая была пречистой и нетронутой, избранницей Бога, чтобы стать матерью через чудесное рождение. А сейчас мы хотим исследовать абсолютно иной взгляд на Иисуса, описанным и представленным святым Павлом, отцом современной церкви. В обсуждении этого мы поговорим о Новом Соглашении, Новом Завете, что впоследствии появилась новая религия вокруг нового Христа и нового Иисуса. Давайте посмотрим на характеристику самого Павла. По его собственному признанию, Павел сказал: «Я был в пути по направлению к Дамаску». Так сказал Павел. И на этом пути, направляясь к Дамаску, чем он занимался? Павел говорит: «Я был на задании для того, чтобы пленить или убить, поймать христиан, так как Павел, или как еще в то время душа Тарсиса, он был охотником за головами». И за какими головами шла охота? Кого он хотел поймать? Это были христиане. Павел ловил их, покупал их, хватал их
арестовывал и доставлял их к римлянам для заточения их в тюрьмы или казни за определенную цену. И на одной из таких экспедиций Павел сказал, что по пути в Дамаск он ехал на лошади с несколькими людьми. И он сказал, будто услышал голос, но никто из остальных его не слышал. Он сказал, будто он увидел свет, но опять же таки остальные его не увидели. И он упал с лошади, но остальные не упали, как он. И Павел сказал, что в видении он увидел Иисуса Христа, и Иисус открылся для него. Павел, Павел, зачем же ты преследуешь церковь? Павел, я избрал тебя быть апостолом для неевреев. Это единственный момент, который упоминает Павел, где он видел и говорил с Иисусом. Но те, кто были с ним, они не видели Христа. Они не видели света, они не слышали голос, и они не падали с лошадей. Но даже если Павел и видел что-то, мы не можем отрицать, что Павел что-то видел. Но разве это не странно, что после одного этого видения Павел в тот же час понял, что он стал 12-м апостолом Иисуса Христа, чтобы заменить Иуду. Прекрасная замена. Иуда, конечно же, уже был подкуплен. Иисус Христос был уже вознесен на тот момент, и оставалось только 11 апостолов, настоящих апостолов. И Павел сказал, что он был назначен заполнить этот пробел, и сам себя назначил 12-м апостолом. И разве это не странно, что из 27 книг Нового Завета 15 из них написаны полностью самим Павлом? Целых 15 книг. И у руководителей церкви есть мнение, что даже первые 5 книг также были написаны Павлом или под его влиянием. Как же так? Потому что Павел писал свои книги между 50 и 60 годами после вознесения Иисуса Христа. Остальные же 4 Евангелия и Деяния апостолов были написаны между 90 и 110 годами после вознесения Иисуса. И кто бы ни был автором этих Евангелий, от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, и Деяния апостолов, они были написаны под влиянием Павла, который писал раньше их. И большинство христиан даже не знают этого. Если мы имеем большинство книг, написанных Павлом, который не видел Иисуса вживую, всего лишь в одном видении, и у нас еще есть 5 книг от 4 писателей, которые также никогда не видели Иисуса, никогда не ели с Ним, никогда не общались с Ним, никогда не сидели с Ним, никогда не слышали напрямую Иисуса. И в итоге мы имеем как минимум 20 книг от людей, у которых не было прямой связи с Иисусом Христом. И я напомню вам, что все эти книги были написаны без разрешения, без содействия, без заверения, без документации, без сотрудничества других 12 апостолов, которые жили... Где же они жили? В Антиохии, в Иерусалиме или Галилее? Кто-то может спросить, почему же остальные 11 апостолов не писали книги? И почему они просто ушли? Почему они не сотрудничали? И еще одна проблема, что когда Павел направился в Иерусалим с Варнавой, этим слепым последователем Иисуса Христа, Варнава, который был слеп, который следовал за Иисусом, но он был слеп, Павел направился в Иерусалим, чтобы увидеться с апостолами.
И в Иерусалиме, когда Павел рассказал им о его видении, что он был назначен апостолом, и что Иисус Христос – Сын Бога, то как вы думаете, какова была их реакция? Они отвергли его, они отклонили его, и люди Иерусалима поднялись, чтобы наброситься на Павла и убить его, но Варнава помог ему убежать из Иерусалима. Вот это тот самый Павел, который переписал жизнь Иисуса Христа и сказал нам, во-первых, Иисус сказал: «Я не пришел изменить закон». Чей закон? Закон Моисея. Ни на одну йоту, ни на одну черту. До тех пор, пока существует небо и земля, никто не должен менять ни одну из заповедей. А кто сделает это будет обратным тому, что приказал Бог. Так Иисус сказал. А Павел же сказал, что он пришел с новым соглашением. Павел сказал, что он пришел с Новым Заветом. Павел сказал, что он пришел к неевреям, что им больше не нужно, тем, кто следовал Павлу, им больше не нужно придерживаться закону Моисея. А каким был закон Моисея? 10 заповедей. Им больше не нужно было. Теперь они могли есть мясо свиньи. Иудеи в наши дни, которые следуют закону Моисея, они не едят свиное мясо. Тогда как Павел мог изменить тот закон и дозволить ему потреблять мясо свиньи? Павел сказал, что им больше не нужно делать обрезание. Все мусульмане, все иудеи, все, кто следует пророкам, все обрезаны. Как же так вышло, что Павел сказал, что они больше не обязаны делать его? Павел сказал, что им больше не нужно придерживаться субботы. Суббота была одной из заповедей. Это одна из 10 заповедей. И Иисус сказал, когда его спросили, Иисус сказал: «Знаете ли вы, какая самая великая заповедь?» О какой заповеди он говорил? Он говорил о заповеди Моисея. Вы знаете, какая самая великая заповедь? Иисус сказал: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всеми силами твоими и всей душой». Так Иисус повторил первую заповедь. Потому что та заповедь Моисея была: «Слушай, о Израиль, Господь Бог ваш, Господь единый есть, и не поклоняйтесь никому, кроме всемогущего Бога, и не сотворите себе кумира, и никакого изображения того, что на небесах, и того, что на земле, и того, что в глубинах морских, ибо Господь твой есть Бог-ревнитель. Не поклоняйтесь другим божествам наряду с Ним». Такова была первая заповедь. Но Павел сказал, мы не должны придерживаться этой заповеди. И через послание Павла император Константин чуть позже, спустя 300 лет, он решил внедрить этого нового Иисуса на Никейском соборе. Если быть точнее, в 325 году. Это был император Константин, который хотел выбрать нового Иисуса, по версии Павла, вместо исторического Иисуса, и решил, что станет распространять Иисуса со слов Павла и убивать всех остальных. И вот где Троица впервые появилась. Вот где Бога-человек впервые появился. Вот где родилось искупление. Вот где мысль о распятом на кресте Иисусе, который умер и был воскрешен на 3-й день, была рождена. В это время идея об Иисусе как Боге была навязана миру, потому что Константину понравилась эта идея. Потому что Константин уже обожествлял своего отца, веря в переселение душ. И вот так появилось 25 декабря и стало днем рождения Иисуса. Хотя Иисус никак не мог родиться 25 декабря, так как в это время зима в Вифлееме. И если есть здесь кто-либо из Вифлеема, вам скажет, что 25 декабря, вероятнее всего, на земле будет лежать снег, то как они тогда могли держать ребенка в яслях, когда на земле лежал снег? На самом деле это была дата переселения душ.
И именно тогда они поменяли шаббат с субботы, день шаббата, день субботы. Все арабы, которые в этой комнате, знают о дне субботы, что шаббат — это суббота. Но как же тогда день поклонения христиан стал воскресеньем? Потому что тот день был днем поклонения Солнцу. Sunday, день Солнца, днем поклонения Константина. Именно тогда они взяли имя Иисуса и поменяли субботу и переделали в воскресенье. Sunday, день Солнца. И понедельник, Monday, день Луны. И Tuesday, вторник. Тью — это еще один бог. И Wednesday, среда, еще один бог. И Thursday, четверг, еще один бог. И Friday, пятница, еще один бог. Все боги римлян и греков. И как же это связано с Иисусом Христом? Абсолютно никак. И Новый Завет был рожден через Павла. И в соответствии с официальными документами Константина, который затем подписал главный епископ Рима. Этот епископ Рима затем стал понтификом католической церкви. Вот почему в наши дни римского папу называют понтификом. Его называют тенью Бога на земле. Чья тень? Какого Бога? Бога Павла, Бога Константина, но определенно не Бога Иисуса. И Павел с помощью своего Писания создал такую ситуацию, которая практически искоренила, уничтожила, заточила, сожгла, уничтожила, затушила всех унитариан. Потому что тех, кто продолжал следовать Иисусу Христу, называли унитариане. Тех, кто поклонялся только Богу. И что же случилось с унитарианами? Их кидали ко львам. Их кидали ко львам и убивали, пока постепенно они не искоренились. А потом Константин сделал христианство официальной религией. Зачем? Потому что он проведет различие между назаретянами и христианами. Если ты был христианином, ты считался классным. Если ты был христианином, то ты имел положение. Если ты был христианином, ты мог быть своим. Если ты был христианином, то ты был за Константина. Если ты был приемлемым, если ты принимал доктрину Павла, тогда ты становился христианином. И христиане затем стали полной противоположностью назаретянам. Они также стали полной противоположностью относительно жизни и послания настоящего Иисуса. Это новое развитие, это новая система веры, официально одобренная императором Константином, установление греко-римской церкви и той кристаллизации, которая произошла. Я сказал кристаллизации. Что же такое кристаллизация? Кристаллизация — это техническая, планомерная инсценировка и мифологическая замена настоящего Иисуса. Это и есть кристаллизация. Потому что, если мы хотим любить Иисуса Христа и следовать Ему, мы обязаны следовать настоящему Иисусу. Мы должны следовать и присоединиться к историческому Иисусу. Вопрос в том, кто готов следовать историческому Иисусу. И даже после того, как вы получили информацию, некоторые из вас злятся на меня прямо сейчас. И если бы у вас были несколько камней, вы бы, вероятно, кинули бы их в меня прямо сейчас.
Кто-то, может быть, из вас хочет пригласить меня выйти из зала и сбить меня. Некоторые хотите встать со своего места, чтобы крикнуть: «Ты лжец! Мне плевать на то, что ты говоришь! Иисус — это Бог!» И вы продолжите говорить так, потому что измениться очень сложно. И знать, что вы прошли весь этот путь и потратили все свое время, и вы были одурачены. Вам солгали. Вы были обмануты, пойманы в западню, введены в заблуждение, сбиты с пути через неправильную и выдуманную, целенаправленно сфабрикованную информацию, которая была специально развита, чтобы создать нового Иисуса Христа. Драма, более глубокая, чем в фильме Стивена Спилберга. И что же произошло? Иисус Христос сказал: «Бог один». Павел сказал: «Троица». Иисус Христос сказал, что у Бога нет сыновей и дочерей, что у Бога нет физической оболочки, что Бог не относится и не похож ни на что из созданного им, что Он самый всемогущий. Но Павел сказал: Отец, Сын и Святой Дух. И позвольте мне вам рассказать один очень интересный факт, очень занимательный. Знали ли вы, что единственный стих в Библии, который подтверждает Троицу, всего лишь один стих, который указывает на Троицу, один стих. Знали ли вы, что все течения, все 52 церкви, все их типы согласны, что этот стих был поддельным, и они выкинули его из текста? Просто вычеркнули. Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 3. Выкинули. Или от Иоанна, 5 глава, стих 17. Мы найдем и предоставим вам прямо сейчас, через пару минут. Просто выкинули. Фальшивка. А затем, через 30 лет, это принесло очень много вреда. В версии короля Джеймса. Угадайте, что они сделали? Они взяли и вставили его обратно. И сегодня вы найдете, что в ваших пересмотренных, стандартных версиях Библии, что того стиха там больше нет. Нет больше указаний на Троицу в ваших Библиях. Но если вы обратитесь в версию короля Джеймса, туда он вписан. Потому что они сказали: мы не можем отказаться от него. Он слишком долго там находился. Итак, у нас есть доказательства. Мы разоблачили. Мы нашли. Мы исследовали. Мы описали. Я мог бы предоставить вам этим вечером, если бы нам позволило время, минимум 150 обвинений во лжи и выдумки. Насчет кого? Насчет Бога. И насчет настоящего Иисуса и Его благословенной Матери. Состряпанной, в первую очередь, Павлом, подогнанной, замышленной и замененной еще больше Римской Церковью. И на сегодняшний день у нас есть хорошие доказательства явного искажения, противоречий в Библии. У меня с собой есть книга, которую я могу предоставить каждому желающему, о 110 тысячах противоречий внутри Библии. 110 тысяч явных противоречий внутри Библии. Я хочу вам сказать, что Бог не противоречит самому себе. Поэтому достаточно даже предоставить одно противоречие. Давайте скажем, что здесь только одно противоречие. Не 110 тысяч, потому что это очень много. Типа: ну, брат, ты, мне кажется, загнул. Потому что если даже есть хотя бы одно противоречие, четкое, открытое, явное, то это не может быть от Бога.
Потому что Бог не противоречит самому себе. Это ошибка того, кто это писал. И мы только что рассмотрели явную подстройку, инсценировку нового мифологического Иисуса и окончательное обожествление, которое сделало из Иисуса Бога, создавшее идею Бога-человека, и в конце концов создает нового Бога. Хотя Он совсем не является Богом. Это создание еще одного Бога. И напоследок, я хочу сделать обращение и заявление насчет этого вопроса. Я хотел бы открыть занавес по поводу исторического Иисуса. И я хочу, чтобы вы стали судьями, а я буду адвокатом ответчика. Я хочу жаловаться вам, что Иисуса исказили. Иисуса подменили. Кто-то навязал такого Иисуса всему миру. Кто-то оболгал Иисуса. И кто-то скрыл себя за именем Иисуса. И он совершил преступление, величайшее преступление против человечества, сказав, что это слова, которые говорил Иисус. Я скажу вам, что вам нужно вернуться домой с открытым сердцем и открытым разумом. И вам нужно прочитать для себя. Не читайте мусульманские книги. Не нужно читать иудейские книги. Прочтите книгу, которая была у вас дома в течение всей вашей жизни. И у них еще хватает смелости класть эту книгу во все отели по всему миру. Я просто не могу этого понять. Как будто бы это какая-то золотая божественная правда. Будто внутри нее сокровища. И в каждом отеле по всему миру. Я хочу сказать вам, по крайней мере, она доступна. Это прекрасно. Они не могут утаить ее. Эта книга реальна. Но вы либо христиане, либо вы люди монотеистической веры. Если хоть одно из того, что я сказал в моей построенной критике, если хоть одно из того, что я сказал об историческом Иисусе, если хоть одно из того, что я сказал о мифологическом Иисусе, если хоть что-то из того, что я сказал, правда, тогда вся книга ложь. Потому что это или божественная, честная правда во всей книге, или это ложь. Так же, как и женщина, которая не может быть почти беременной. И вода не может быть почти мокрой. И вы не можете быть почти живы или почти мертвы. Нет, правда — это правда, а ложь — это ложь. И нет такого, как белая ложь или черная ложь. Или вы хотите сказать, что черные лгут не так, как белые? Или здесь есть вода, или нет? Или это чистое, прямое, ясное, и это от Бога, которое пройдет проверку, или не сможет? И я обращаюсь к вам. Доказательства налицо. И у нас осталось немного времени. И я напомню, что искренность лежит на вас. Я сделал то, что смог. Я предоставил вам некоторые указания. Я сделал, что смог, чтобы заявить вам предложение. Вернитесь к Богу. Вернитесь к Богу настоящего Иисуса. Вернитесь к посланию реального Иисуса. Вернитесь к миссии исторического Иисуса.
Отложите свою надменность в сторону. Отложите гордость в сторону. Отложите свои традиции в сторону. И познайте настоящего Иисуса, если вы сможете. Потому что если вся суть поклонения Богу — возвысить вашу жизнь и сделать ее принятой Богом, как может быть так, что человек узнал все это и все равно продолжает все это делать? Это как Христофор Колумб, который приплыл в Америку. И он был настолько высокомерен, он был настолько гордым человеком. Он знал, что он не в Индии, но из-за своего высокомерия он называл коренное население индейцы. И когда он вернулся к королю Фердинанду и королеве Изабелле со всеми драгоценностями, чтобы заплатить за это путешествие, они тоже говорили, что это были индейцы. И что вы думаете? Они настолько высокомерны, что до сих пор называют их индейцами. Но как можно назвать коренными? Как можно называть их индейцами, когда Индия совсем в другом направлении? Это показывает вам, как ложь унижает сама себя. И еще как можно открыть землю, на которой уже живут люди. Это звучит так же, как и то, что происходит прямо сейчас. Не вынуждайте меня осуждать вас. Дорогие братья и сестры, я хочу основать компанию по защите исторического Иисуса. Я хочу создать сообщество. Я хочу искать. Я хочу расследовать. Я хочу установить. Я хочу прояснить. Я хотел бы, чтобы мир увидел и понял, и стал расследовать, и познал настоящего Иисуса Христа. Я хотел бы это сделать от лица христианских унитариан. Я хотел бы это сделать от лица тех, кто любит и восхищается историческим Иисусом. Я хочу это сделать от лица мусульман, кто почитает его как великого пророка и посланника. И в конце концов, я хочу это сделать от лица каждого человека, кто привязан к пророчеству, Писанию и единобожию по всему миру. Благодарю вас всех. Я не говорил, что вы, христиане, сказали это, но я сказал, что католическая церковь вынесла решение, понтифика, определение. Они усовершенствовали и выдвинули Марию из просто матери Бога, сделав ее частью Бога. Вот что я сказал. Католическая церковь. И если вы причисляете себя и поддерживаете католическую церковь в этом, то вас даже об этом не осведомили, что они это сделали. Ну, тогда вам нужно знать, что в этом-то и суть, что Мария считается сейчас не только как Матерь Божья, но и часть самого Бога. Во-первых, да, я изучил не только саму Библию, но также изучил, во что обычно верят относительно Иисуса Христа. Я изучил это тщательно. И я сделал это с доказательствами и подтверждениями из Библии, из Старого и Нового Завета, из которых я предоставил вам, быть может, только 10-ю часть подтверждений, которые у меня здесь, что является лишь 10-й частью, которые могут стать доступными для вас. И я обращаюсь всего лишь к одной. Я спрошу вас, сможете ли вы ответить? Предоставить мне лишь одно доказательство из всего Нового Завета,
относительно Троицы. Всего лишь одно. И то одно, которое вы найдете, и то было убрано, аннулировано. Это и есть самая явная ошибка в Библии. Среди остальных противоречий, которые я наблюдал, тогда я даю вам возможность. Вы или кто-нибудь другой. Предоставьте мне стих в Библии, где Иисус говорит Отец, Сын и Святой Дух. Троица. Он не говорил этого. А если настоящий Иисус не говорил этого, тогда я скажу. Это все равно, что врать относительно моей матери или относительно моей жены. Это как клевета на вашу мать или жену. И вы не допустите ложь относительно своей матери или жены. Вы заступитесь за них. И я люблю Иисуса больше, чем я люблю свою жену. И вам стоило бы любить Его больше вашей жены. И я заявляю, что Троица — это ложь на Иисуса. И нет никаких подтверждений на это со слов Иисуса. Мы говорим сейчас об историческом Иисусе. А относительно Корана, Коран был тщательно подвергнут историческому анализу и анализу Писания, как источник, как подтверждение, как основательность. И он прошел этот тест. Но это уже совсем другой разговор. Здесь идет речь о нескольких явных несоответствиях относительно личности и миссии и послания Иисуса Христа. И что я пытаюсь здесь описать? Это то, что, очевидно, существует два разных Иисуса. Есть два разделенных Христа, которые... Они не сходятся, они не сочетаются, которые не сравниваются. Один, по идее, должен быть ложью, а другой должен быть правдой. И предположим, что исторический Иисус, которого я вам предоставил, это ложь, то это зависит от людей, которые могут сказать, что тот исторический Иисус, которого ты предоставляешь, это ложь, а тот, которого я предпочитаю, мифологический, созданный Павлом и Церковью, это истина. Тогда я даю вам возможность предоставить нам всего лишь одно доказательство Троицы. Это явной лжи. Хорошая попытка. Сколько же метафор, сколько предположений, и ни одного прямого доказательства относительно Троицы со слов Иисуса. И по иронии судьбы, мой друг, если вы не знаете этого, даже сам Павел никогда не упоминал о Троице. Троица была утверждена в 325 году императором Константином на Никейском соборе. И я дал вам все это, я дал вам информацию. И все, что вам остается, это продолжать в том же духе. Я хочу сделать заявление. Мы, мусульмане и христиане, мы родственники. Как двоюродные братья. Мы все одно человечество. Мы не приготовили здесь ни ножей, ни оружия. Мы не возьмем здесь никого в заложники. Мы не будем здесь устраивать поле битвы. Но то, что мы пытаемся сделать, это сделать глубокие выводы. Доказать всеми доводами. И я предлагаю вам, давайте вернемся к 10 заповедям Моисея, пока мы не начали строить предположения. Давайте вернемся к 10 заповедям Моисея, которые начинаются так. «Слушай, о Израиль, Господь Бог ваш». Сколько Его? Сколько? Конец истории. Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Они писали между 90 и 110 годами после Иисуса Христа. Павел же писал между 50 и 60 годами после Иисуса. И для того, чтобы они были апостолами,
В то время, когда они писали, Иисусу было уже 33, а им должно было бы быть 123 или 143 года. Матфей, Марк, Лука и Иоанн не были учениками. Во-вторых, я спрашиваю вас, кто такой Матфей? Кто такой Марк? Кто такой Лука? Кто такой Иоанн? Как могли 4 человека, которые писали абсолютно раздельно друг от друга, но при этом все они забыли написать свои фамилии? И в-третьих, они не только забыли написать свои фамилии, но они начинают свои главы, несмотря на то, что они писали раздельно, друг от друга, все они начинают абсолютно одинаково. Все они написали Евангелие от такого-то, от такого-то, от такого-то, от такого-то. Как вас зовут? Как? Еще один Павел. Павел, если бы вы писали мне письмо, или письмо своей жене, вы бы написали письмо, написано Павлом? Сие письмо Павла. Нет, конечно же. Ты напишешь свое имя в конце. И если ты будешь требовать сумму, которую я должен тебе, ты напишешь свою фамилию и обратный адрес. Но писатели Евангелий, те, кто написал их, они не написали фамилий, они не указали адрес, не оставили никаких ссылок. Писатели Евангелий, и в начале каждой из книг, они пишут Евангелие от такого-то, Евангелие от такого-то, Евангелие от такого-то. И никто не знает, кем являются эти люди, которые написали все 4 Евангелия. И они абсолютно не были апостолами. Когда мы говорим о пророках, не стоит задаваться вопросом сравнения. Они все были посланы Богом с посланием и знамениями пророчества. И Бог не любит одних больше, чем других. И мы не говорим, что любим одних больше, чем других. Они все пророки, братья по пророчеству от всемогущего Бога. И мы любим их всех. Мы не делаем различий, кроме как говоря, что один был первым пророком и первым человеком, а другой, Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, был последним пророком. Вот такое различие мы делаем между ними. И отличие Иисуса было в том, что Он был рожден без Отца. Во-вторых, отличие Иисуса в том, что Он говорил из колыбели. И также отличие Иисуса в том, что Он был вознесен Богом. И еще одно отличие в том, что Он вернется перед концом света. Но эти отличия не делают Иисуса лучше, чем другие пророки. Это я обращаюсь к человеку, который задал вопрос. Я хочу, чтобы вы поняли, что если вся суть, что Иисус был рожден без Отца, что если это делает Его каким-то более особенным в ваших глазах, тогда что вы скажете насчет Адама? И что насчет Евы? Тогда они вдвойне особенные. Я считаю, друг мой, что христиане, которые находятся здесь, то не стоит никому думать, что нужно бить в колокол об Иисусе, звонить в колокол по Нему. Мы любим Иисуса, может быть, даже больше, чем вы, так как мы уверены, что верим в настоящего Иисуса, исторического Иисуса, что делает нашу любовь настоящей и правильной. И мы предлагаем, что мы готовы поделиться всей любовью. Просто нам нужно быть уверенными, что послание дойдет до каждого. Мы хотим быть уверенными, что Иисус, которого мы любим, за кем мы следуем и на кого мы ссылаемся, это настоящий исторический Иисус. В этом вся суть. Мы не пытаемся очернить Иисуса Христа. Мы не пытаемся оклеветать церковь. Мы не пытаемся опорочить христиан или христианство.
Нет, мы пытаемся приподнять все камни и взглянуть, что же под ними. И, честно говоря, если доказательства, приведенные мной об историческом Иисусе, если сведения об историческом Иисусе противно вам, любой из вас, если вы считаете, что у меня нет права говорить об этой теме, посвященной настоящему Иисусу, если вы находите в этом проблемы, вам нужно сказать мне об этом. И продолжая говорить, я нахожу проблему, когда кто-то лжет, фальсифицирует и подделывает, драматизирует и создает мифы насчет Иисуса Христа, особенно, когда Иисус Христос абсолютно не причастен к тому, что они приписывают Ему. Давайте помнить об этом, потому что вся суть в этом. Здесь нет соперничества, здесь нет намерения спорить с кем-то и выливать грязь на Иисуса или христианство, так как Иисус для нас был мусульманином. Так как мусульманин, это означает тот, кто покорился Богу. И Авраам был мусульманином, так как он предался Богу, покорился Ему. И Моисей был мусульманином, и Давид, и Соломон были мусульманами. Все пророки от Бога были мусульманами, так как термин «мусульманин» не означает «араб», это означает тот, кто покорил себя правилам, законодательству, вдохновению и откровению от всемогущего Бога. И если Иисус мусульманин, то мы на Его стороне. В откровении, которое было ниспослано нам через завершающего пророка и посланника Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, в Коране сказано: «Воистину, они не распяли и не убили его». Вот это откровение пришло к нам. И у нас есть уверенность в этом откровении, потому что мы мусульмане, и это наше Писание. Но давайте разберем этот вопрос и обсудим его, так как я надеюсь, что вы отнесетесь искренне и с открытым разумом к этому. Обещаете? Прекрасно. В тот день, когда Иисус Христос был якобы распят. Перед тем, как поговорить об убийстве, давайте поговорим о распятии. В тот день, когда Иисус Христос был якобы распят. Пенни, какой это был день? Хорошо, я скажу вам. Я скажу, какой был день. Это было то, что называют Страстная Пятница. Разве не так? Пятница. Вспомнили? Я спросил, какой это был день. Страстная Пятница, разве не так? Так? И для иудеев в пятницу на закате что происходит, Пенни? Начинается суббота. Правильно. Что значит суббота для всех иудеев? Шаббат. Знали ли вы, Пенни, что никто, ни один иудей не может быть обвинен, приговорен и распят в день Шаббата? Вы знали это? Не торопитесь. Давайте просто продолжим. Не будем торопиться. Я просто хотел быть уверенным, что мы одинаково мыслим. В тот день якобы Иисус был на лобном месте, на Голгофе, и, допустим, повешен на крест. В какое время это было, Пенни? После полудня. И, Пенни, я задам вам еще один вопрос. Если это было в пятницу после полудня, то как долго обычно занимает у человека после того, как в него вобьют гвозди в руки и в ноги, больше ничего, и повесят на крест? Сколько времени человеку нужно, чтобы умереть? Потому что распятие — это не просто повесить на крест. Распятие — это смерть на кресте. Так же, как если кто-нибудь будет казнен на электрическом стуле. Если я скажу, что человек должен быть казнен на электрическом стуле, и если ему введут смертельную инъекцию, и после укола он не умер, был ли он казнен? Разве будет?
Если его посадят на электрический стул, ток пройдет по всему его телу, но при этом он не умрет. Будет ли он казнен? Окей. Так, если Иисус Христос был повешен на крест, допустим, его повесили на крест в пятницу после полудня, прибили гвоздями через руки, не через сердце, прибили гвоздями через ноги, не через сердце, и повесили на крест. Для чего? Чтобы унизить, обезвожить, травмировать, чтобы он умер медленной и мучительной смертью, которая обычно занимает 3 или 4 дня. Тогда почему Иисус умер, Пенни, после полудня перед закатом, если он был распят на кресте, как вы говорите? Надсмотрщики из тюрьмы Гуантанамо пытали тех людей, которые были в этой кровавой тюрьме. Они беспредельно издевались, и многие люди подверглись пыткам. Женщина могла быть изнасилована, избита и подвергалась пыткам, но это еще не значит, что она была казнена. Здесь идет разговор о распятии на кресте. Так как вы задали вопрос, я отвечаю на него вполне ясным ответом. Я не сказал, что он был распят. Я предоставляю вам разумное объяснение вопроса о распятии. Это во-первых. Это было после полудня, якобы. Во-вторых, если он был повешен на крест, если вы помните, римские солдаты, которые проходили, они воткнули копье ему в правый бок. Вы же помните это? И когда копье было воткнуто ему в бок, что произошло, Пенни? Нет, вода просочилась. Не было сказано кровь. Вода просочилась из тела. Может, эта вода была смешанная с кровью? Но, Пенни, если бы он был мертв на кресте на тот момент, сердце бы не стучало, и вода не могла бы просачиваться. Видите? Вся эта идея распятия. Да, может быть, это и звучит как распятие, но более точным будет сказать, что это выдумка. И Коран, последнее откровение, сказало об этом так. Там сказано, им всего лишь показалось. И есть предположение, которое в Библии, что один из учеников Иисуса Христа, кто был очень похож на Него, пожертвовал своей жизнью за Иисуса. И когда они пришли, чтобы схватить Его, римские солдаты никогда не видели в лицо Его. Другими словами, Иуда не продавал их за 30 серебряников. И римские солдаты не знали Иисуса. И когда они пришли за Иисусом, они перепутали Его с кем-то другим. Это всего лишь предположение. Я не утверждаю это, что все именно так и было. Но в нашем откровении сказано, что им показалось, что они убили Иисуса Христа. Но они не распяли и не убили Его. Относительно нашего откровения, Иисус Христос был защищен от этого наказания, от этого унижения. И всемогущий Бог послал ангела Иисусу Христу и вознес Его физически, перенес Его на небеса. И мы верим, что Он вернется также физически с небес обратно на землю. Вот о чем повествует наше откровение. Мы не верим в Троицу, потому что у Троицы нет доказательств из Писания. Это первое. Во-вторых, у Троицы нет исторического упоминания. В-третьих, Иисус Христос никогда ничего не говорил о Троице. И в-четвертых, единственное упоминание о Троице, которое было в Библии, оно не было даже сделано самим Павлом. Оно было сделано в Евангелии от Иоанна, которое после было вычеркнуто, и поэтому у Троицы нет совершенно никакой основы. Создание Адама записано. Рождение Евы записано. Рождение Иисуса описано. Мы верим
закону и откровению от всемогущего Бога, в то, что записано и подтверждено. Вот почему мы не принимаем это. Так как у нас имеются письменные подтверждения, что Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, заключительный пророк. Но это наше Писание. Но относительно вашего Писания, в Гефсиманском саду была беседа между Иисусом Христом и его учениками. И он упомянул там об утешителе. И он дал 6 описаний этого утешителя, которые я хочу все перечислить. 6 описаний. Это значит, что тот, кто придет после Иисуса Христа, который будет иметь 6 описаний, единственный человек, претендует на звание пророка, пришедший с описанием, пришедший с Писанием, подтверждающий Иисуса Христа, содержащий в себе те 6 описаний, которые пророчествовал Иисус Христос, включая подтверждение Его самого и упоминающий Его мать в этом Писании. Это Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Делал все, что делаем вы и я, а по ночам выстаивал молитвы по 4 и 5 часов подряд. А на следующий день сражался в битвах, выстраивал армии, давал наставления и приказы, разъяснял Коран, улучшал нравственность людей. Как мог человек делать все это и при этом выстаивать по 4 или 5 часов в молитвах за всю ночь? Каким же должен быть человек, чтобы делать все это? Позвольте мне вам рассказать, что после того, как Христофор Колумб вернулся и закрепил эту землю для короля Фердинанда и королевы Изабеллы, они отправили туда еще больше кораблей. И в течение 150 лет они дестабилизировали, унизили, убили, ликвидировали, уничтожили 89 миллионов коренных индейцев, как они их называли, чтобы контролировать то, что они называли новым миром. Так, у нас уже есть 56, 89. Давайте посчитаем все цифры. Сколько? 487 миллионов. Это почти 500 миллиарда человек. Они никогда не назовут все эти действия, весь этот беспредел, все это беззаконие, все эти вторжения, криминал, оккупацию, дестабилизацию, убийство и насилие, преступления против человечества, они никогда не назовут их как? Терроризм. Это невероятно. Как понятие может быть навязано миру, у которого широко открыты глаза? И во все времена люди ходят в церковь, читают Библию, разговаривают со своими священниками, их лидерами, между собой, вокруг обеденного стола, молятся Богу с открытыми или закрытыми глазами и не понимая при этом Троицу, но соглашаясь с ней, что это просто мистика, которая не поддается объяснению. Позиция ислама относительно этого – это то, что в общем, роль мужчины – это защищать. В общем, по большей части защищать, представлять. Как, например, вы никогда в истории не услышали бы, что одна страна идет с войной на другую страну, посылая против нее только женщин. Такого не было. И в этом есть причина. Учитывая полную свободу, Америка все же посылает женские отряды, так как в основном, отвечая на вопрос этой леди, они равны перед Богом, но они не одинаковы.
И если здесь пробежит крыса, то женщина сразу сделает вот так. А мужчина сделает вот так. Но ведь так же. Неужели вы думаете, что если он совершит утреннюю молитву, он перестанет планировать ограбить банк? Или мужчина звонит женщине, или женщина звонит мужчине, они хотят встретиться. Итак, когда мы встретимся? До обеда или после обеда? Лучше в обед. Хотя нет, подожди, ведь полуденная молитва. Ну хорошо. Давай перед тем, как все это сделаем, сначала помолимся. Так что ли? Хорошо, помолились. Надо увидеться. У тебя или у меня? Нет, к тебе очень долго ехать, потому что уже время послеобеденной молитвы. Совершили молитву, увиделись у тебя дома. Что будем делать? Что-нибудь выпьем, проведем время. Ой, а уже время вечерней молитвы. Да не бывает так. Весь смысл молитвы, как сказано в Коране, воистину молитва – это защита и поддержка против плохих поступков, которые совершает человек. И в один день она проснулась, и она одевает никаб, и покрывается полностью. Больше никакой помады, больше никаких духов. Она больше не общается с мужчинами и больше не работает, так как она понимает, чтобы сохранить свою честь, сохранить себя, она остается дома и присматривает за ним. И ее муж говорит: что с тобой? Она отвечает: вчера я прочитала аят из Корана и прочитала хадис пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И это заставило меня плакать и думать о моей религии. И я больше не хочу так жить. И он отвечает ей: тогда ты мне больше не нужна. Ты стала экстремисткой. И вот она уже стала чуждой. Хвала Аллаху. Если он бросит ее, мы просим Аллаха даровать ей такого же чуждого. Соседи мусульмане, мусульмане-сотрудники, мусульмане-коллеги по работе. Это именно те люди, которые блокируют путь для людей к пониманию ислама. Потому что люди запутались, и они в замешательстве от таких мусульман и их ислама. И часть из нас, раскрывая это сокровище неподобающим образом, иногда сбивает с прямого пути и мусульман. И сейчас это сокровище открыто, ясное и чистое, без примесей, для каждого, кто его хочет видеть. И я спрашиваю любого из немусульман, который сидит здесь, этим вечером, я хотел бы поделиться с вами этим сокровищем.